Сегодня здесь присутствуют ветераны и приглашенные гости. Я смотрю, здесь и на открытии присутствуют также школьники. Здравствуйте, здесь подошел директор исторического парка. Можно рассказать немного об этой акции? Я так вкратце рассказал, но я смотрю, здесь и прикладной материал, и наглядный. Да, добрый день. Сегодня у нас важный день. Сегодня мы отмечаем День государственности республики. И мы знаем, что вот последний год, предшествующей победе, сегодня, сейчас мы реализуем как год Великой Победы. И в рамках этого года мы запланировали массу мероприятий, направленных на сохранение памяти, популяризации знаний о тех событиях, которые происходили в те тяжелые для нашей страны годы. И один из проектов, который мы реализуем, это «Победная поступь». «Победная поступь» – это проект, который популяризирует события последнего года Победы, которые начались с Крымской операции, которая прошла буквально за один месяц, когда был освобожден полуостров Крым. И дальше, собственно, пошла та победная поступь. Это такое лавинообразное движение советских войск по освобождению и Советского Союза, и Восточной Европы, вплоть до победы в Берлине. С нами Дмитрий Иванович Соловьев, директор исторического парка «Россия. Моя история». Дмитрий Иванович, а это первая ласточка здесь вашей акции. Там, видимо, будет много других рассказов, да, об этой победной поступе. Да, мы уже реализуем в рамках этого проекта такие моменты, как сводки по материалам Совинформбюро, которые транслируются на информационных ресурсах и нашего исторического парка, и ресурсах наших партнеров. Мы ведем записи и трансляцию в онлайн-режиме, и записываем это на YouTube-канал, записи этих сводок в исполнении и потомков наших воинов, и представителей студентов и школьников, учащихся наших образовательных учреждений. Это мультимедиа-контент, который мы готовим сами, который сегодня у нас на тач-панелях присутствует в историческом парке. И этот контент будет, естественно, сохраняться и использоваться для дальнейшей нашей работы. И основным партнером, я понимаю, Якутское Саха-информационное агентство еще является, да? Да, является и Саха-информационное агентство, и Саха-печать, и Нацархив, и научные учреждения. Конечно, и Центр аудиовизуального Республики Саха-Якутия. Дорогие друзья, мы просим вас открытие первой акции, наверное, выставки лучше. Победной поступи в историческом парке «Россия. Моя история».
В сентябре 1947 года военные эксперты засекли Южного Крыма. Советские войска под натиском превосходящих сил противника с тяжелыми боями отступали. В ноябре 1941 года прибыл немецкими войсками. Из всех городов только Севастополь, окруженный со всех сторон, продолжал отбивать яростные атаки врага. Более 8 месяцев с 30 октября 1941 года по 4 июля 1940 года продолжалась оборона Севастополя, одной из самых ярких героических страниц Великой Отечественной войны. Крымская наступательная операция была одной из крупнейших наступательных стратегических операций 1944 года. Началом победоносного года до заключения акта о капитуляции фашистской Германии. Начавшаяся 8 апреля 1944 года Крымская операция завершилась 9 мая 1944 года освобождением города Севастополя. А 12 мая 1944 года полным разгромом остатков города 17-й армии вермахта на мысе Херсонес. Тысячи советских воинов, в том числе по неполным данным, на торжественное мероприятие, посвященное памяти павшим бойцам-якутянам в Крыму в рамках проекта «Победная поступь». Слово предоставляется активисту ветеранского патриотического движения ветеранов Царского округа Егорову Клавдию Георгиевичу. Добрый день, ребята. Разрешите от имени Царского советника, который вами здесь сидящие, поздравить вас с Днем Республики. Наша республика образовалась в 1922 году. Уже прошло 97 лет, как мы существуем в составе России. Раньше мы входили в состав СССР. Так что поздравляю вас с этим праздником. Желаю вам всего хорошего, долгих-долгих лет жизни. И главное, что вы хорошо учитесь. Нам в данное время нужны грамотные, образованные люди, потому что будущее за вами. Мы очень надеемся на вас, что вы продолжите наши дела и наши чаяния. Спасибо за внимание. Слово предоставляется директору исторического парка «Россия. Моя история» Соловьеву Дмитрию Ивановичу. Добрый день, дорогие наши ветераны, дорогая наша молодежь. Самое ценное – это наше будущее. И вот очень важно, что сегодня у нас есть такая связь поколений. И в день государственности нашей республики, один из самых важных государственных праздников нашей республики, мы решили провести такое знаковое мероприятие. Этот день является одним из тех дней, которые приближают нас к 75-летию Великой Победы нашей республики. Отец Сергеевичем Николаевым было принято решение объявить этот год годом Великой Победы. Поэтому каждый день этого года, ну и в целом, мы должны, конечно же, уделять особое внимание сохранению памяти о тех тяжелых для нашей страны днях, годах, в которые наше отечество огромными усилиями преодолело нацистскую машину, военную машину, в то время великой, действительно несокрушимой, казалось бы, Германии, которая проводила всю Европу и полмира. Вот. Поэтому сегодня, в этот день, мы, проводя вот эту часть проекта «Великая Победная поступь»,
который является проектом исторического парка совместно с нашими партнерами и с Якутским Саха-информационным агентством, и с Национальным архивом, с научным сообществом, другими нашими партнерами. Мы проводим такие вот мероприятия, сутью которых является запись видеороликов, видеоматериалов в исполнении наших кадетов, наших студентов, воинов-победителей и трансляция их на всех возможных ресурсах. И эти материалы, они основаны на сводках Совинформбюро и связаны с основными моментами, приближавшими нашу победу в тот победный год. А мы знаем, что именно Крымская операция послужила началом такого уже необратимого процесса движения советских войск к победе и освобождению и Советского Союза, территории Советского Союза, и Восточной Европы, и Западной Европы, и по сути всего мира от коричневой чумы фашизма. Поэтому я вас всех сердечно поздравляю и с праздником нашим, Днем Государственности. И хотел бы пожелать всем мирного неба, потому что память о тех событиях должна стимулировать у нас, конечно, и лучшее изучение материала, относящегося к тем годам войны, но и заставлять задуматься о том, какие усилия нам нужно прилагать для того, чтобы сохранять стабильность и мир на нашей земле. Поэтому я вам всем желаю счастья, успехов, крепкого здоровья нашим ветеранам. Я приглашаю всех, кто здесь присутствует. Вы вообще будете здесь как дома. Мы всегда рады вам. Приходите и проводите с интересом время здесь. Мы всегда рады вам. Спасибо большое. Как мало лет он прожил, только 20, но ведь победы больше, чем года. Как трудно умереть, чтобы остаться в наших душах навсегда. В честь памяти павших бойцов объявляется минута молчания. Вашему вниманию предоставляем видеоролик, подготовленный музейным комплексом «Моя история. Победная поступь Крым». Крымская стратегическая наступательная операция 8 апреля по 12 мая 1944 года вошла в историю как одна из важнейших наступательных операций Великой Отечественной войны. Ее целью было освобождение Крымского полуострова, важного стратегического плацдарма на Черноморском театре военных действий путем разгрома удерживающей Крым 17-й немецкой армии генерала-полковника Яника. Значит, замысел наступательной крымской операции заключался в том, чтобы одновременными ударами войск 4-го карательного фронта, войсками Приморской армии
нанести удар с севера, наступала четвертая колонна, а с востока должны в направлении Симферополя и Севастополя одновременный удар нанести, удар окружить Севени и не дать возможности немецким войскам эвакуировать из острова. Значит, эта операция была всего за 35 дней. Ну, и несмотря на скоротечность, операция носила очень полный растяженный характер. В освобождении Крыма принимали участие около 2000 гусян. Большинство воевали в составе отдельной Приморской армии, а остальные в составе 4-го Украинского фронта. Василий Илья Михайлович из Усть-Алданского района был призван в мае 1943 года. Воевал за освобождение Крыма в отдельной Приморской армии в качестве наводчика. Борисов Прокопий Федорович из Нюрнбергского района. Окончив Белевское педагогическое училище, работал в